Ассаламу алейкум. Доброе утро, уважаемые друзья. Ну что, утро у нас, получается, на всем участке началось с того, что противник полез во все щели. На нашем участке, хвала Всевышнему, мы все контролируем, уничтожаем его. Туда чуть дальше от нас, чуть-чуть, видать, ребята, как говорится, дрогнули. Они его пропустили. Сейчас там его тоже встречают красиво. Сейчас в интернете пойдут всплески, всхлипы некоторых петухов, которые будут рассказывать, что мы уже все потеряли, значит, что уже противника не остановить, ну, как всегда, вы знаете. Поэтому всем, кто меня слышит, хочу сказать, с утра пожгли так нет-нет техники, уничтожили так нет-нет фашистов. Вот. На нашем направлении, где они поперли, мы их, как говорится, сожгли достаточно серьезно. Но хочу сказать, что вот опять возвращаю вас всех к священным писаниям. Будет очень тяжело, реально очень тяжело, но мы к тяжести реально привыкшие. Будет очень тяжело, потому что некоторые слабые люди, которые не верят истинно в Бога, будут тоже думать, что мы проиграли. Поэтому тяжело оно не когда противник там что-то делает. Тяжело, когда где-то начинают оставлять позиции некоторые наши доблестные товарищи, которые имеют громкие названия, рассказывают вечно сказки, какие они герои, а потом раз где-то там дрогнули. Вот это плохо. Поэтому я так думаю, что если мы не допустим как раз вот этих вариантов, а будем держать строй как положено, что бы ни происходило, никаких проблем не будет. И на данный момент тоже хочу сказать, ничего критического по настоящее время не произошло. Противник, он, в принципе, должен был 11-го взять уже Курскую область, в принципе, почти всю. И, как вы понимаете, у него это не получилось. Сейчас он чуть поменял тактику и начинает давить со всех щелей. То есть он начинает выпираться во все щели. Вот и получается такая картина, что таким образом он пытается тоже раздергать нас. Нет, можешь. Вот, пытается нас раздергать. Что у него в принципе не получится. Так что, друзья, если у кого-то будет паника в интернете, и он будет рассказывать, как у нас все плохо, не верить. Хвала Всевышнему, у нас все под контролем. Значит, хвала Всевышнему, я сам тоже нахожусь на месте, потому что когда не надо кого-то слушать, а когда ты можешь сам все контролировать и быть на месте, это очень красиво и удобно. В принципе, что я рекомендую большей части командирского состава, как они должны делать. Находиться на передовой со своими бойцами. Это самый лучший вариант. Так что, друзья, Ахмад сила, Россия мощь, Бог един, Аллаху Акбар. Мы будем делать свое дело до тех пор, пока не победим. А победим мы однозначно. Держим строй.